Редакция «Петербургской газеты» и руководство «Ньюспул» принесла глубокие извинения перед ингушским народом и правительством республики за публикацию Сергея Плотникова. Речь идет о его статье о сталинской депортации 1944 года, задевшую честь ингушских ветеранов Великой Отечественной, которая была опубликована 3 мая. Об этом сообщается на сайте издания. Редакция признается, что в публикации ингуши должны благодарить Сталина за депортацию и ставить ему памятники. Допущены серьезные неточности, которые искажают картину участия ингушского, а также чеченского и татарского народа в Великой Отечественной войне. В частности, не был отражен тот факт, что среди репрессированных были фронтовики, героически сражавшиеся против гитлеровских захватчиков в рядах Красной Армии, имеющие высшие государственные награды, а также их семьи, многие из которых погибли во время принудительного переселения с исторической родины. Мы скорбим вместе с ингушскими и другими пострадавшими народами о трагедии тех лет и искренне просим простить неосторожные высказывания, прозвучавшие в указанной публикации, говорится на сайте. Совладелец «Петербургской газеты» рассказал пресс-службе Постпредства Ингушетии, что эта статья появилась без ведома владельцев издания. Автору объявили выговор, а статью сняли с сайта. Руководство издания удивлено содержанием материала, потому как Плотников сам по себе антисталинист. В редакции считает, что журналист решил просто пропиариться на горячей теме.